Коммунальные службы в Воркуты готовят город к зиме. Основное внимание Усинскому водоводу. Сейчас он находится в плачевном состоянии. Нужны большие деньги на модернизацию. По поручению главы Коми Владимира Уйба в Воркуту прибыли первый зампред правительства Коми Игорь Булатов и министр строительства и ЖКХ Игорь Кузьмичев. В заполярном городе работал и прокурор республики Николай Егоров. Удалось ли найти ответ на больной и жизненно важный для воркутинцев вопрос, расскажет Наталья Юрина. Усинский водовод. Местные называют его магистралью жизни. Стратегический объект, обеспечивающий бесперебойное водоснабжение Воркуты, находится в удручающем состоянии. Для того, чтобы оценить состояние водовода, на место прибыли прокурор республики Коми Николай Егоров, первый зампред правительства Коми Игорь Булатов и министр строительства и ЖКХ Игорь Кузьмичев. После инспекции было принято решение. К зиме необходимо объект подготовить, несмотря на проблемы. То есть он не замерзнет? Здесь, на этом участке нет. А вот там впрыск нужен. А где авария была? Авария была когда? В 2016 году, а там вот трубопроводы новые проложены. Вы мимо них проезжали. Вот там все заменено. Проблем на объекте хватает. Помимо рядовых, есть одна важная. Местный водоканал обанкротился. Компания находится под внешним управлением. Финансировать расходы на бесперебойную работу организация напрямую не могла. Поэтому в городе ввели режим ЧС. Подключился муниципалитет и правительство Коми. Заменили задвижки на 3 участках трубопровода, восстанавливают тепловую изоляцию. Уже ряд встреч, обсуждений у нас было. Я считаю, что мы недостаточно двигаемся в заданном направлении, в том числе с прошлой нашей поездки. Результатом уже предварительных прокурорских проверок, которые мы делали, в суд направлено исковое заявление о проведении водовода в нормативное состояние. Хотел бы отметить, что с аналогичным иском прокуратура обращалась и в 2014 году. Исполнительное производство, по-моему, еще находится в службе судебных приставов. Мы знаем все события 2016 года, понимаем опасность всего этого. Начало отопительного сезона в Воркуте запланировано на конец августа. Ко дню X нужно успеть не только подготовить тепловые сети, но и решить вопрос о будущей судьбе водоканала. Передо мной лежит протокол собрания кредиторов по водоканалу, свеженький, 29 июня 2021 года, где конкурсный управляющий водоканал обязали направить в администрацию в течение 14 дней. Я уточнял, оно еще не поступило. В течение 14 дней уведомление о расторжении договора аренды муниципального имущества, то есть того договора, на основании которого водоканал использует имущество муниципальное и, соответственно, готовит его к зиме. Правительство Коми прорабатывает несколько вариантов для решения проблемы с Усинским водоводом. Сейчас разрабатывают промежуточное техническое решение. Подали заявку на инфраструктурные кредиты от Минстроя России. Это новые механизмы, которые сформированы на уровне правительства Российской Федерации и Минстроя Российской Федерации. То есть, и вот как минимум в 2 направлениях это мы идем на ВБРФ, на инфраструктурные кредиты. И третий вариант, который, наверное, более длинный, получится, это программа «Чистая вода», опять же, Минстроя Российской Федерации. Форы у коммунальщиков Воркуты нет. До отопительного сезона осталось чуть больше месяца. За это время необходимо подготовить более половины тепловых сетей, чуть меньше водопроводных. Сегодняшний день для воркутинцев беспокоит, что же будет зимой, что делается в Усинском водоводе. Сегодня все вместе были на этом Усинском водоводе, своими глазами увидели. И сегодня за столом со всеми ресурсно-снабжающими компаниями и ТЭЦ-2 было сделано совещание, и все вопросы под контролем прокуратуры, правительства и администрации города. На прошедшем совещании обсудили газификацию 2-й ТЭЦ. Там осталось провести пусконаладочные работы. Проект, который реализуется по поручению президента России, завершат в этом году. Наталья Юрина, Кирилл Нефантов, телеканал Йорган.